песок вот в нашем городе? Потому что у нас холода же, минус 40. Химию, если будем делать, она будет замерзать, будет скользко. А песок, он вон до сих пор А есть. как вы потом, вот этот песок как-то убирается? Да. Летом. Только Летом убирается. Ну и мы его с дороги тоже выметаем. Каждую ночь машины выезжают, подметают. А как вы узнаете об этом? О То чем? есть какие-то люди жалуются, что ну вот там, в таком-то участке скользко, или вы сами выезжаете в какой-то Ну мониторинг? там есть у них задание. У нас каждое утро выдают задание, когда берем путевой лист. Мы работаем в рамках, естественно, нормативных документов. Есть рекомендации Росавтодора по организации борьбы с зимней скользкостью. То есть там прописано, какими материалами необходимо пользоваться, да. В частности, материалы противогололедные, они бывают как химического состава, то есть это вот, как мы с вами понимаем, смесь с солью, и фрикционная. Фрикционная – это песок, это мелкий щебень, это зола даже. Мы используем в своих целях противогололедных песком, речным песком. Почему мы не используем химические реагенты? Потому что наш полигон, где мы складируем снег, он не выполнен в соответствии с проектно-сметной документацией в полном объеме, да, и поэтому сейчас там нельзя складировать снег вот с химикатами. А стоимость самого полигона СМР составляет более 450 миллионов. Поэтому сейчас это, конечно, большая нагрузка на бюджет, поэтому мы применяем только вот чистый речной песок. Конечно, можно было бы применять и щебень, но сразу скажу, то есть у нас в бюджете на противогололедное мероприятие заложено 26 миллионов. Это при использовании песка, который мы берем здесь в городе, вот на реке Лена. Если мы будем применять щебень мелкой фракции, естественно, здесь доставка с Максоголоха, то есть учитывается вот это плечо, и стоимость затрат, она возрастет в 3-4 раза. Но при этом я хочу сказать, что щебень – это достаточно другой материал по составу, да, там еще более запыленность есть, чем в песке. И еще проблема в том, что вот эти камушки, хотя бы он, казалось бы, мелкий, отскакивает. И вот у нас мы применяли, вернее, не то, что применяли, мы пытались в качестве эксперимента, да, в один год на одной улице выполнить подсыпку щебнем. Мы получили нарекания со стороны водителей. Поэтому работаем песком, работаем. Как только у нас будет готов полигон, мы можем, конечно, перейти на соль, на реагенты химические, не знаю. А по финансам это По финансам там тоже будут определенные нюансы в цене. Да, мы как бы еще до конца них не рассчитывали, потому что, во-первых, соль там тоже применяется при определенной температуре. Там, по-моему, насколько я помню, какие реагенты мы смотрели, там не ниже минус 35, а мы-то сыпем и в 40, и в 45. Это первый момент. Поэтому там тоже будет у нас, комбинированная, да, соль и песок однозначно. Кто был в Центральной России, видел применение реагентов с солью, конечно, тоже имеются свои недостатки части. Там и животные страдают, потому что соль, и люди, там обувь и тому подобное. Везде есть. Нет золотой середины, хочу сказать. А засоление почвы тоже вредно? Нет, конечно, я же говорю, то есть это все в комплексе нужно смотреть. Поэтому, когда наши горожане жалуются то, что мы применяем песок там, что вот он лежит, мы практически весь его вывозим, конечно, за зимний период, к весне его не остается. Но применение соли, да, она будет откладываться на зеленых насаждениях, на наших газонах. Это, конечно, тоже считаю, что не совсем хорошо. А кильдямский песок? Нет, кильдямский песок, его разрабатывают, во-первых, только... Это же карьер, это уже горный песок. Его разрабатывают только в летний период. И стоимость кильдямского, она тоже выше, чем речного, это точно. Тоже, у нас, конечно, границы, не границы, а факторы как есть финансовые, так и связанные с экологией.